Традиционная планерка в Доме дружбы народов благодаря русской общине Якутии превратилась в праздник. Блинами с вареньем и сметаной коллектив отметил начало Масленичной недели. Корни торжества уходят глубоко в историю Руси, но многие сегодня совсем не знают, что такое Масленица. Масленица делится на 7 дней. То есть все 7 дней что-то означают. Если по нашим бабушкам, дедушкам, прабабушкам вспоминать, они как-то вот в те годы нам передавали это все. И мы что-то запоминали. Первые 3 дня называют узкой масленицей. В понедельник начинали подготовку, делали первые блины. Их обязательно нужно было отдать нищим или юродивым. На площадях готовили горки и развлечения. Незамужние девушки внимательно рассматривали приготовленные блины, гадая, какой будет семейная жизнь. Если края у блина ровные, замужество будет счастливым. Во вторник начинались массовые гуляния, заигрыш. Молодые люди приглашали девушек покататься на горках, а в среду уже женатые мужчины отправлялись к своим тещам на блины. Потомок царских ямщиков Галина Николаевна Киселева бережно хранит русские традиции в своей семье. Состряпала я как тортик из блинов и пригласила младшую дочку с зятем и угощала. И детям понравилось, и также быстро у меня получается, также быстро исчезают блины. С четверга уже начинались активные массовые гуляния. Наступала широкая Масленица. У праздника несколько названий, и одно из них – сытница. В течение 7 дней люди старались наедаться досыта, ведь уже со следующего понедельника наступал Великий пост. Вместе с блинами главным атрибутом праздника является чучело Масленицы. Его делали из старых вещей в первый день и в течение всей недели носили по площадям и празднествам. В воскресенье Масленицу торжественно сжигали на костре, таким образом прощаясь со всем старым, провожая зиму, встречая солнце и новую весну. Последний день Масленицы также называется прощенным воскресеньем. В этот день принято просить прощения и прощать за все прошлогодние обиды. В Якутске главные торжества и сожжение чучела пройдут 26 февраля в Старом городе. Анна Лебединская, Роберт Набиев, Вести, Якутск.